По истории я знаю, что ингуши испокон веков славились своими зодчими, которые строили в горной части Республики Ингушетия, в колыбели всех ингушей, свои величественные средневековые башенные комплексы. И вот за моей спиной находится символ столицы Республики Ингушетия, города Магаса, самый высокий этнографический музей в мире. Это башня Согласия на 100 метров, где развернулась очень странная стройка. Если в горах ингуши все строили по красоте, то сейчас кто-то взял и изуродовал вид на символ столицы Республики Ингушетия. Стали строить торговый центр, хотя по плану он должен был быть под землей, как в городе Москве находится торговый центр «Охотный ряд». Стали появляться на земле здания, просто вокруг этой башни. Ну и самое для меня странное, что у ингушей, можно так сказать, забрали площадь Аланию. Где теперь проводить ингушам мероприятия? У меня большой вопрос. И оставили какой-то небольшой закуток земли около башни Согласия. Лично мне, ну, вот эта история не нравится. И я знаю, что эта история стала не нравиться в прокуратуре Республики Ингушетия. И насколько вообще эта застройка легальная, будут разбираться, конечно же, власти. Но я сказал свое абсолютно субъективное мнение. Вы можете с ним согласиться, можете нет. Делитесь своим мнением у меня здесь внизу в комментариях. Повторюсь, на мой взгляд, вот это все просто взяло и испортило вид на башню, и ингуши лишились площади Алания.